В течение нескольких десятков лет каждый летний сезон жители Плиева вынуждены мириться с фактом – воды не будет. Эта проблема серьезно усложняет повседневную жизнь и создает дополнительные неудобства. Ежегодно, начиная с мая месяца и кончая октябрем, мы сидим без воды. И бывает проблем, но вот в июне, когда были сильные дожди, не буду врать, вот в то время у нас шла вода. Обычно вот вчера ночью я до 5 часов убиралась дома, чтобы выловить эти ведра, несколько ведер, чтобы сделать дома уборку. Соседи тезки живут по улице Степная. Говорят, что здесь вода, если и идет, то только ночью и под маленьким напором. Поэтому ее приходится привозить. Стоимость такой услуги доходит до 2000 рублей за куб. Еще в прошлом году по поручению главы региона из Национального фонда развития Ингушетии были выделены средства для закупки водовозов для каждого муниципалитета. В этом году в связи с потребностью докупили дополнительно еще несколько машин для отдельных населенных пунктов. Их задача состоит в подвозе воды. Как оказалось, в селении мало кто знает об этом. Администрация же проводит подвоз воды бесплатно абсолютно. Почему вы не обращаетесь к администрации? Я не знаю, мы всегда покупали. Всегда покупали. Вы просто не знали, да, по незнанию? Не знали. Я не обращалась, но мои соседи обращались. Они в колодец заливали, да. Но бывали случаи, что они тоже не всегда вовремя подъезжали. Такое тоже бывает. Но дело в том, что это нехватка воды. Я не хочу обвинять администрацию. Просто людей много, которым нужно залить воду в колодец. И поэтому, скорее всего, нехватка машин. У нас воды нет, туда бага жалуются, хада хадарцар. Сар бех бош хамдах абсолютно. Хамдах свой да алснах. И азы алц. И хадскамял на свой азы алца. Кроме того, в социальных сетях жаловались, что местные власти часто не принимают заявки и не доставляют воду людям. Мы решили проверить, так ли это. Насчет подвоза воды, кому надо обращаться? Плиева. 65. Телефон номер дай, чтобы я записала водитель домой, что номер телефона не записывается. Мы назвали случайный адрес. Сотрудники сразу же записали данные и попросили подождать пару часов до приезда водовоза. В местной администрации отмечают, они с раннего утра на протяжении всего дня развозят воду поадресно. По 5-6 заявок каждый день, ежедневно. Значит, субботу до субботы. Но в воскресенье у водителя выходной, поэтому я заявки не принимаю только на понедельник. Заявки. Переношусь на понедельник. Я работаю 24 часа в сутки. Мой телефон тоже работает 24 часа в сутки. Многие не дают заявки от чего? Вот пойдет у них немножко вода, они заявки не дают. Говорят, о, вода у нас пошла. Ну, пошла вода, потихоньку идет им вода. Они считают, что это уже вода пошла. Потом через час, через два вода кончается у них. И вот они сидят, наберут, например, вот эти канистры наберут и все остальное, и вот они сидят. Потом я привожу воду, эта же вода кончается быстро. Я привожу воду по заявке кому-нибудь. И соседние люди собираются, из соседних домов собираются люди и говорят, нам тоже нужна вода. Я вам задаю вопрос, а почему не даете заявку в администрацию? Вы знаете мой номер телефона, вы знаете, где находится администрация. Позвоните ко мне, я вам привезу воду. Вот, допустим, по улице Лесная, ближе к трассе Назрань-Сунжа. У Вахи Хамхоева вода сейчас идет, хотя раньше в трубах было пусто. Перебоями много? Перебои бывают, да. А чуть выше по улице воды уже нет. Проверяя ситуацию на Степной, мы наткнулись на бассейн с водой, в котором радостно плескались ребятишки. Родители успели наполнить бассейн ночью, пока вода шла. Теперь в нем дети спасаются от жары. Одной из основных причин отсутствия коммунального ресурса в Плиеве было недостаточное количество воды в водохранилищах. Сейчас единый оператор взялся за наполнение водохранилища через Магазский водозабор. Мощности ранее установленных там 3 насосов оказалось недостаточно для переправки воды на протяженность 15 тысяч метров. Поэтому установили дополнительный насос рядом с водохранилищем, что позволило обеспечить доступ к воде 20% жителей. Сегодня мы еще после рабочего дня обратно выйдем и сейчас доработаем данную систему, потому что у нас тут 2 варианта было. Один вариант был такой, чтобы не задеть, чтобы труба наша не пострадала, потому что проложенная труба 10-атмосферная, СДР-17.
и поставили насос ниже тех атмосферу, чтобы чисто вот посмотреть, как он будет работать. И сегодня вечером мы доработаем, другой насос поставим, более мощнее. И я думаю, что мы этот вопрос сегодня снимем. Этот решительный шаг вперед приближает регион к полному решению проблем с водоснабжением в Плиево. Но стоит учесть, что водопровод села может не выдержать такой напор. Ветхие трубы остаются по-прежнему головной болью для властей. К тому же действия самих жителей порой приводят к частным порывам. Некоторые, дабы получить воду, перекрывают гидранты, отрезая доступ к воде для других и провоцируя высокое давление в трубах. Плюс еще у меня большая просьба, вот уже обращаясь к жителям, чтобы они не крутили эти задвижки, которые находятся в поселении, потому что мы, как специалисты, ставим их, регулируем. Сегодня я приезжаю туда, я сам замдиректора, со мной бывает человек, мы лезем туда, крутим, выравниваем эту гидравлику. Мы не успеваем отойти, разговариваем с жильцами, у них идет вода, разговариваем, отходим на час оттуда, приходим обратно, все. Там полностью всю работу, которую мы сделали, все это нарушено, открыты задвижки там. Но те, которые не знают, что это такое, пускай туда, чтобы они не лазили туда. Ну, дайте нам работать. Если мы поставили эти задвижки, дайте хотя бы этим задвижкам, чтобы они стояли 3 дня хотя бы, чтобы мы могли эту систему наладить и чтобы эта система заработала у нас. Жители Плиева с нетерпением ждут изменений. Но важно понимать, вода без должного своевременного обслуживания трубопровода и насосных скважин поступать в дома не будет. Сегодняшняя проблема с отсутствием воды связана в первую очередь со слабой платежной дисциплиной за коммунальные услуги. Если бы жители регулярно и своевременно оплачивали счета за потребленную воду, то оборудование на водозаборах и насосных станциях не пришло бы в такое ветхое состояние. Оперативная собираемость коммунальных платежей позволила бы региону регулярно проводить работы по техническому обслуживанию и замене устаревших насосов и двигателей. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.